Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тоир Пиров. 16 февраля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председатель города Душанбе Рустами Эмомали ознакомились с ходом строительных работ на площади Истихлол. С участием главы государства и председателя города Душанбе в кампании по посадке саженцев были высажены десятки калифорнийских секвой. Сегодня 36 уникальных калифорнийских деревьев секвойи возрастом 3000 лет украшают обе стороны площади Истихлол. Стоит отметить, что после сдачи в эксплуатацию площади Истихлол эта территория станет центральной площадью столицы, так как здесь будет размещен символ независимости и свободы. На сегодняшний день в разных уголках площади высажено 1045 саженцев уникальных деревьев декоративных. Из общей площади 30 гектаров площади Истихлол, согласно плану, 11 тысяч квадратных метров будут озеленены. Далее. 14-16 февраля текущего года председатель Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан Саймумин Ятимов во главе делегации с целью участия в работе международной конференции «Борьба с терроризмом и расширение регионального сотрудничества для устранения угроз терроризма» совершил поездку в город Кабул Исламской Республики Афганистан. В ходе поездки председатель ГКНБ Республики Таджикистан Ятимов встретился с президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани, председателем Высшего совета национального примирения Абдуллой Абдулло, первым вице-президентом Амруллой Салехом, председателем парламента страны Мир Рахмоном Рахмуни, руководителем Главного управления национальной безопасности Ахмадом Зио Сироджем, министром иностранных дел Ханифом Атмаром, секретарем Совета безопасности Хамдулло Мухибом, руководителями и высокопоставленными представителями других структур Афганистана. В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества, состояния безопасности двух дружных стран и региона, надежной охраны государственной границы. Было отмечено, что Таджикистан является сторонником обеспечения стабильности и безопасности в Афганистане и постоянно подчеркивает его важность для региона. Завершение переговоров противоборствующих сторон, окончание войны в Афганистане и предотвращение диверсионной деятельности заинтересованных кругов с использованием международных террористических групп являются важнейшими факторами обеспечения безопасности. Стороны выразили полную согласованность позиций друг друга по обсужденным вопросам и подчеркнули, что две дружественные братские страны, имеющие общую культуру, а также язык, готовы укреплять и расширять сотрудничество и интеграцию в политической, экономической, культурной сферах и в области также безопасности, способствуя миру, стабильности и спокойствию в регионе. Рабочая поездка делегации Таджикистана в Афганистан завершилась в атмосфере дружбы и полного взаимопонимания. Далее. Установившаяся теплая солнечная погода говорит нам о приближении самого любимого всеми таджикистанцами праздника – Светлого Навруза. Навруз является главной и самой красивой традицией таджикского народа. Общенациональный праздник Навруз сохранился до наших времен в чистом виде. География празднования международного Навруза начинается с запада Китая и распространяется до Центральной Азии, Индийского материка, Кавказа, России, Восточной Европы, Турции, арабских стран и Северной Африки. Многие красивые традиции и обряды международного праздника Навруз в наше современное время возрождаются и становятся культурным достоянием всего мирового сообщества. Навруз действительно является одним из ценнейших праздников человечества. Являясь самым долгожданным и красочным праздником, он приносит добрую весть о наступлении Нового года и пробуждении природы. Считается, что в Навруз принято делать подарки, веселиться, устраивать разные игры и состязания. Таджикистанцы отмечают древний праздник наших предков Навруз в атмосфере свободы и спокойствия в нашем независимом и благоустроенном государстве в обстановке всеобщего мира и стабильности. Навруз в течение длительного 6000-летнего своего существования играл ключевую роль в судьбе нашей нации и всех других народов, почитающих его как уникальное культурное явление и важнейшая составная цивилизация наших предков, всегда продвигал людей на созидание, творчество и новые начинания.
Жители Таджикистана с радостью и ликованием отмечают великий национальный праздник Навруз, являющийся Новым годом, который издревле праздновали наши предки. Наш народ получил в наследство этот праздник от предков и широко воплотил его в традициях и обычаях, народных ремеслах. Навруз прежде всего является национальным праздником, частью образа жизни и мировоззрения нашего народа. Все жители страны имеют возможность почитать Навруз, его традиции и с радостью и ликованием праздновать на высоком уровне. Навруз означает не только начало земледельческих работ, но и других созидательных начинаний во имя благоустройства нашей древней земли, работ по содержанию в чистоте окружающей среды, озеленению площадей и улиц по всей стране. Навруз получил вторую жизнь и сегодня с невиданным размахом и великолепием празднуется по всей стране и по всему миру. Главная сущность Навруза – счастье, благоденствие, напутствие людей на взаимное понимание и мирное сосуществование и созидание. Таджики издревле с радостью и ликованием встречали наступление весны и пробуждение природы. После того, как Навруз стал международным праздником, появилось больше возможностей для того, чтобы страны мира при взаимной поддержке научных и культурных кругов и путем ежегодного празднования Навруза возродили его прекрасные традиции, а также доказали миру, что Навруз действительно является одним из ценнейших праздников человечества. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвахт, новости. С 15 февраля в городах и районах страны начался очередной раунд иммунизации против полиомиелита среди детей от 4 до 5 лет. Полиомиелит – это одно из опаснейших заболеваний, которые можно предотвратить только с помощью иммунизации. Поэтому родителям маленьких детей необходимо обращаться в медицинские учреждения и сделать прививки своим детям. Подробности о Зумрат Файзиевой. В борьбе с полиомиелитом Министерство здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан принимает важные меры по реализации в стране стратегического плана ликвидации полиомиелита. 15 февраля началась иммунизация против полиомиелита у детей в возрасте от 4 до 5 лет. Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе полиомиелита, среди детей с помощью вакцинации очень эффективна, и уровень инфекционных заболеваний за счет иммунизации существенно снижается. До конца 50-х годов 20 века полиомиелит был довольно распространенной болезнью в мире, эпидемии которой в разных странах уносили многие тысячи жизней. Из числа заболевших около 10% погибали, а еще 40% становились инвалидами. С 15 по 20 февраля в Таджикистане проводится иммунизация детей от 4 до 5 лет. Полиомиелит – это острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, в первую очередь спинной мозг, и иногда вызывающий паралич. Основным способом распространения считается прямой или непрямой контакт с больным. Также распространяется через продукты, воду с воздухом. Согласно данным ВОЗ, полиомиелит поражает в основном детей в возрасте до 5 лет. Инкубационный период длится от 5 до 35 дней. Симптомы зависят от формы полиомиелита. Медицинские работники, которые проводят иммунизацию, проходят дополнительное обучение. Иммунизация на территории страны продлится до 20 февраля текущего года. Родителям необходимо сделать все предложенные в поликлинике прививки, чтобы предотвратить инфекционные заболевания, в том числе полиомиелит. Сегодня полиомиелит – это очень редкая инфекция благодаря применению вакцинации. Несмотря на это, отдельные случаи заболевания еще регистрируются на планете. Поэтому в Таджикистане регулярно проводится вакцинация с целью предотвращения распространения этого опасного заболевания. Зумрат Файзиева, Мехрузи Джума, Дильшоди Хушвахт, новости. Эффективное использование земли и получение нескольких урожаев с одного участка обогатят потребительский рынок и сделают сельскохозяйственную продукцию более доступной. В разных районах страны идет сев картофеля, который играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Фермеры района Рудаки эффективно используют каждый участок земли и стремятся добиться высоких урожаев востребованных сельскохозяйственных продуктов. Посев картофеля начался во всех сельских джамуатах района Рудаки, и фермеры, используя передовой опыт и соблюдая агротехнические правила, расширяют работы в этом направлении, чтобы внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. В частности, в джамуате Рохати с привлечением техники и использованием высококачественных семян на сегодня
сегодняшний день посеян картофель на площади 17,5 гектаров. В целом в районе Рудаки план посева картофеля выполнен на 43%. Рациональное использование земли наряду с выполнением поручений высшего руководства государства также закладывает основу для увеличения экспортного потенциала страны. Поэтому правительство Республики Таджикистан постоянно принимает специальные программы по развитию аграрного сектора, особенно по возвращению залежных земель в сельхозоборот. В Джамму-Ати-Рохати также прошла консультационная встреча с участием специалистов, в ходе которой фермерам было рекомендовано использовать существующие возможности для расширения посевов картофеля. Аграрии района увеличивают выращивание различных сортов картофеля, стремясь реализовать государственные программы и внести ценный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.